Всем салем, с вами Ербулат Закиров, и сейчас мы поговорим про молодежь в целом. Проект Old Казнаса позволяет нам на сегодняшний день проводить работу вместе с подростками, вместе с зумерами и наставлять их на путь истины. Также давать какой-то буст, какую-то поддержку в их дальнейшем становлении. Мне бы хотелось подметить, что на сегодняшний день подростки кардинально изменились. Это не те подростки, которые были не то что даже 10 лет назад, которые были даже 4 года назад. Это абсолютно другое продвинутое поколение. Поколение, которое может уже сейчас, начиная с 16-18 лет, зарабатывать быстрые, легкие деньги. Если вы замечаете, что очень много у нас агрегаторов доставки, и очень много у нас 15-летних ребят катаются, доставляют что-то на велосипеде, совмещая приятное с полезным. Приятное доставляет людям радость в виде еды, полезное занимаются спортом, крутят педали. И получают сразу же на выхлопе быстрые деньги, которые они могут с удовольствием потратить. Благодаря проекту Old Казнаса на сегодняшний день у меня в составе Менти 7 подростков. Ребята из разных локаций, из разных сельских поселков, но у всех есть общая цель и задача. Общая цель и задача – это, конечно же, поступление в высшее учебное заведение, становление себя как личности, поиск той самой желанной работы. И мне бы в первую очередь хотелось бы в этом им дать некий буст, поспособствовать и, возможно, облегчить путь к их цели. Проводя анкетирование, выявили, в кавычках, определенные боли. И, честно, от всей души радостно, когда у тебя есть возможность познакомить с нужными, правильными людьми, возможно, привести на ту или иную локацию. То есть у меня один подросток, например, хочет стать юристом, и у меня есть возможность, познакомить с топовым юристом нашего города, и не только города, Казахстана, и данного подростка, и просто-напросто провести некий мастер-класс. Второй хочет быть шахтером. То есть я тоже думаю, что имеет место быть, переговорить с руководством одной из шахт, провести какую-то некую экскурсию. Третий подросток хочет развиваться в танцах, то есть тоже найти своих любимых коллег-танцоров, сдать мастер-класс, возможно, подарить какое-то некое обучение. То есть данный проект дает нам возможность подарить не только эмоции, но и поселить веру в их сердцах, что они не одни, и что в действительности в 15-16 лет есть плечо старшего товарища, который может элементарно поддержать на пути к их мечте и реализации непосредственно. Относительно вопроса, что нужно, чем заниматься, возможно, какую литературу читать в 15, 16, 17 лет, я знаю точно одно. Я сам начал заниматься спортом, именно в спортзал просто начал ходить в 15 лет. Занимался футболом по юности, а уже в подростковом возрасте начал заниматься спортом. Чем раньше вы начнете заниматься спортом, тем быстрее вы построите фигуру своей мечты. Потому что тело своей мечты строится не за один год, оно строится действительно десятилетиями, годами. Это первый мой совет. Второй мой совет – нужно читать. Читать литературу. Можно прочитать цитаты великого нашего Абая, можно прочитать книгу TED Talks, которая в действительности помогает подтянуть словарный запас и также поможет вам в коммуникации с людьми, с окружающими. Также мне бы, наверное, хотелось посоветовать принимать участие во все различных возможных кастингах. Никто никогда не знает, где вас поджидает успех. И пока ты молод, тебе 15-16 лет, ты видишь где-то кастинг в музыкальный проект, в актерский проект, да и просто в какие-то государственные проекты. Как мой девиз по жизни, главное ввязаться, а там мы уже разберемся. Поэтому время нельзя терять, нужно принимать участие абсолютно во всем, пока вы молоды, пока вы энергичны. Если один совет, то жизнь одна, и нужно уметь рисковать в пределах разумного. Мой совет вот такой вот.